Здравствуйте, ребята! Сегодняшний наш классный час посвящается маме. Каждый год у нас в Кыргызстане в мае месяце отмечается День матери. Все прекрасное в человеке от лучей солнца и от молока матери. Максим Горький. День матери – великий праздник, несет он радость нам и свет, ведь в череде явлений разных надежной мама друга нет. Она всегда с тобою рядом, хоть дома ты, хоть далеко, согреет теплым нежным взглядом и станет на душе легко. Спасибо, мама дорогие, что ждете неустанно нас, как хорошо, что вы такие, живите долго в добрый час. На белом свете есть слова, которые мы называем святыми. И одно из таких святых, теплых, ласковых слов – слово «мама». Слово, которое ребенок говорит чаще всего, это слово «мама». Потому что это слово несет в себе тепло материнских рук, материнского слова, материнской души. Каждую секунду в мире рождаются 3 человека. С первого дня жизни ребенка мать живет его дыханием, его слезами, улыбками. Мать нужна ребенку, в этом смысл ее жизни. Любовь матери согревает всю жизнь ребенка. Мама помогает постичь духовные ценности. Не это ли держит мир, делает его вечным? У мамы самое доброе, ласковое сердце, самые добрые и ласковые руки, которые умеют все. Во многих странах мира отмечают День матери, правда, в разное время. В России День матери стали отмечать сравнительно недавно. Установленный указом президента Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина от 30 января 1998 года, он празднуется в последнее 23 апреля 2012 года президент Алмазбек Атамбаев подписал указ об установлении Дня матери в Кыргызской Республике, согласно которому его ежегодное празднование установлено на 3 воскресенье мая. Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным. В этот день хочется сказать слова благодарности всем матерям, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку. А теперь, ребята, послушайте притчу о маме. За день до своего рождения ребенок спросил у Бога: «Завтра меня посылают на землю. Как же я там буду жить, ведь я так мал и беззащитен?» Бог ответил: «Я подарю тебе ангела, который будет ждать тебя и заботиться о тебе». Ребенок задумался, а потом сказал снова: «Здесь, на небесах, я лишь пою, смеюсь. Этого достаточно мне для счастья». Бог ответил: «Твой ангел будет петь тебе и улыбаться для тебя. Ты почувствуешь его любовь и будешь счастлив». «О, ну как я пойму его, ведь я не знаю его языка?» – спросил ребенок, пристально глядя на Бога. «А что мне делать, если я захочу обратиться к тебе?» Бог мягко прикоснулся к детской головке и сказал: «Твой ангел сложит твои руки вместе и научит тебя молиться».
Затем ребенок спросил: «Я слышал, на земле есть зло. Кто защитит меня?» «Твой ангел защитит тебя даже ценой собственной жизни». Мне будет грустно, так как я не смогу видеть тебя. Твой ангел расскажет тебе обо мне все и покажет путь, как вернуться ко мне, так что я всегда буду рядом с тобой. В этот момент с земли стали доноситься голоса, и малыш в спешке спросил: «Боже, скажи мне, как зовут моего ангела?» «Его имя не имеет значения. Ты будешь называть его мама». Пусть вас хранит ваш ангел-хранитель.